По новой системе гражданин Казахстана, сообщивший о коррупционных фактах, смогут получить поощрение в виде 10% от суммы взятки. Об этом сообщил председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. По словам Шпекбаева, соответствующее постановление на днях было принято в правительстве. Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированная, как в большинстве стран. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора, пояснил он. При этом он отметил, что максимальное вознаграждение по одному факту сообщения составит 10 миллионов 600 тысяч тенге. Мы рассчитываем, что нововведение придаст ощутимый импульс вовлечению граждан в реальную борьбу с коррупцией, считает Алик Шпекбаев. В Алматы осудили членов организованной преступной группы, причастной к незаконному игорному бизнесу. Департаментом экономических расследований Алматы доказано, что данной преступной группой было организовано 2 игровых заведения, более 60 игровых точек, по которым функционировали игровые терминалы, магазины, автомоечные комплексы, компьютерные клубы, рынки, а также складские помещения, приспособленные под цеха по изготовлению и ремонту игровых терминалов. В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято более 230 игровых терминалов, компьютерная техника, предназначенная для незаконного игорного бизнеса, а также более 15 миллионов тенге. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы к различным срокам наказания осуждены 6 членов организованной преступной группы, в том числе лишением свободы от 5 до 10 лет, осуществлявшие незаконный игорный бизнес на территории города Алматы.